Так, вот корм приехал. Сейчас будем разгружать. Вот. Вот, приехала наша еда. Ура, ура! Здравствуйте, друзья! Сразу хочу поблагодарить вас за помощь в покупке корма. Закупили на 3 передержки, хватит на месяц-полтора. Большое вам спасибо всем, кто посильно помог в таком важном деле, как корм. Теперь надо думать о других передержках, где тоже корм закончится через пару дней. Август всегда тяжелый месяц, ежегодно, и всегда тяжело выживаем. Но этот год особенный по тяжести. А также смогли выкупить драгоценную симпарику в остатках. К сожалению, то, что нам досталось. Придется докупать, но уже по другой цене, чтобы обработать сразу и одномоментно всех. Вот по Плюше. Плюш у нас, конечно, характерная. Вот. Но погладить ее очень с трудом. Вот я к ней, чтобы ее погладить, это надо... Она рычит. Вот я тебе вот показываю. Вот видишь, вот собачки. Вот она рычит. Вот ее весь характер. Своеобразная. На прогулку выходит и заходит. Чесаться не дается. Друзья, из хорошего у нас еще одна пристроенная собачуля по имени Плюша. Приехала она из Бурятии поездом пару лет назад в составе 12 бурятских собак. Ее должны были забрать где-то на полпути следования поезда, но пока поезд ехал, от нее отказались. И вот попросили тогда забрать меня. Где 11, там типа и 12. Собачка небольшая, с непростым характером. Лишний раз не погладишь. Если ей не нравится что-то, например, не любит ошейник, не любит, когда подходишь с каким-то предметом в руке, поводок, лекарство, прививка, то держись. Но спасибо семье. Женщина откликнулась из Германии принять участие в ее жизни. Она понимала, что такую сложно пристроить. И редко таких берут. И предложила быть ей единственной собакой в ее семье, в ее доме. Надеюсь, она изменит свое поведение, а любовь и ласка этой женщины найдут к ней подход, что уже мы видим по ее поведению на видео. Это единственный ее шанс обрести дом и любовь. Ну так пусть будет счастлива и наша Плюшка. Друзья, ну а послабления у меня не бывает. Только вот-вот выкарабкался Ганс с панкреатитом. Почти неделю лежал в стационаре, капельницы, отказ от еды, жидкость в брюшной полости. Очень нервозно. За каждого ведь боремся. Не хотелось бы терять, ведь спасали когда-то. И в пиаре находятся, и отклики на него есть на красавца. Но опять пришлось проходить испытания с лечением на фоне нашего безденежья. Анализы, УЗИ, биопсия, капельницы, антибиотики. Ну, вроде пошел на поправку. Начал есть, интересоваться жизнью. Даже купает себя в воде. Лечение обошлось в 65 тысяч. Скорее купаться. Домой пришел. Всё. Помыть лапки после клиники, да, Гансик? Ай ты мой мальчик. Но осталось оплатить долг медсестре, что приходилось ставить уколы в вену 2 раза в день после выписки из стационара. И записались еще на УЗИ контрольное надо сделать, чтобы исключить жидкость в брюшной полости. А лечили, судя из заключения цитологии, септическое воспаление на фоне панкреатита. Вот и такое бывает на ровном месте, чтобы мне не было скучно. Помогите, пожалуйста, оплатить УЗИ, еще одно, и медсестру за уколы в вену. Надо собрать 11 тысяч. Пожалуйста, помогите. Якутский котик Филипп.
Диабетик. Плохело. Смотрим. Сдали анализы, как работает поджелудочная, печень, почки. Измерили сахар, анализы ждем. А пока, чтобы снять его спазмы, рвоту, вот пока капаемся на капельнице. Спасенный из Якутска лоскучий домашний котик Филипп. Спасала я и тогда его уже с диабетом, приговоренного к усыплению. 5 лет на инсулине, живет в Москве. И вот поплохело ему резко. Рвота, отказ от еды. Однажды он уже умирал, но вытянула, выкарабкался. Сейчас стало опять плохо. Снова собрался вроде умирать. Несусь в клинику. Врач говорит, нет, он еще поживет. Надо посмотреть на анализы. Сдаем анализы. Записались на УЗИ. Чтобы реанимировать и снять боль, делают капельницы и уколы. Знаете, у меня нет никаких сил, ни терпения, ни финансов. Но 5 часов я просидела с ним в итоге на капельнице. А в четверг УЗИ. Друзья, помогите, пожалуйста, якутскому котику продлить жизнь, поставить на ноги. Надо к оплате 16 тысяч. Я вас очень прошу, это самый ласковый, урчащий, благодарный котик. И он тянется к жизни, тянется к человеку, к общению.